Вас в очередной раз приветствует проект «Страницы ночи». Очередная история будет связана с местными подводными духами Сюлюкюнами. Коренная вера якутская – это классическое язычество. Каждая местность и каждая важная область деятельности наделены духами, которые за них отвечают. Выбираются они из-под воды только раз в году, во время рождественских святок. Как водится, выходят только по ночам, собираются по всяким заброшенным домам да балаганам, в отдалении от жилых поселений, и там режутся друг с другом в карты. Играют на собственные подводные деньги, выглядящие как золотые монеты. Особым смельчакам из числа людей предписано в святочные дни пойти в какой-нибудь пустой дом и затаиться под столом или где еще на крыше из ткани. Нужно только очень хорошо приодеться, ибо пустые дома, конечно, не отапливаются, а в Якутии январские морозы запросто достигают минус 50 градусов. Если повезет, тусовка местных сюлюкюнов будет как раз в этом доме. Когда сюлюкюны соберутся и игровой кон возрастет, следует заорать со всех сил и перевернуть стол. Сюлюкюны должны испугаться и разбежаться. Тогда уже можно собирать оставленные ими денежки. Только нужно все это добро истратить в течение 3 дней. Потом золото сюлюкюнов превратится в водоросли, коим оно изначально и являлось. А теперь, собственно, история, которую мне рассказывали в детстве, и от которой я плохо спал зимними ночами. Парадокс. Прямого отношения к сюлюкюнам история не имеет, но нужно было все равно сначала объяснить их сущность, чтобы все поняли смысл истории. Итак, Центральная Якутия, январь, святки, лютые морозы. 2 молодых крепких брата решают отправиться послушать сюлюкюнов, а если повезет, то и денежки к себе прибрать. Так как отношение к увлечению серьезными святочными гаданиями у народа настороженное, то они никому о своем плане не сообщили, даже родителям. Для вылазки выбрали пустой древний балаган в поляне, который находится недалеко от их деревни. Таких построек в Якутии много. Раньше-то люди жили семьями, рассредоточившись по отдельным полянам. Вечерком, укутавшись в самые теплые одежды и прихватив с собой пару бутылок водки, братья вышли из дома и направились к месту назначения. Настроение хорошее, вдвоем не страшно, к холоду привыкшие. В общем, все отлично. Пришли на место, залезли под ветхий стол, как полагается, укрывшись толстым покрывалом. Сидят, шепотом разговаривают про всякое, время от времени хлебают из бутылок. Зажечь огонь нельзя, сюлюкюны испугаются и не придут, только лунный свет через окна идет. Тут, кстати, деталь. Старым якутским балаганом вплотную примыкает хлеб. Между балаганом и хлебом всего одна дверь, чтобы в морозы туда-сюда не бегать. И вот братья сидят уже несколько часов. Время за полночь, оба уже неблагословные, сонные. И тут закрепела дверь хлева. Братья поднапряглись, у обоих одна мысль. Вот начинается, сюлюкюны начинают собираться. Но некоторое время опять все тихо. Потом опять дверь хлева скрипит, на этот раз громче. По звуку понятно, что дверь медленно открывается. И из хлева доносится приглушенный звук, похожий на куриное кудахтанье. Тут младший заорал не своим голосом, отбросил покрывало, выскочил из-под стола и бросился к выходу. Старший, естественно, сразу за ним. Да вот только ему не повезло. Младший выбежал на улицу, а старший споткнулся о порог и растянулся у входа. Начал звать на помощь и тут же словно поперхнулся. Потом уже так заорал, как будто его живьем сжигают. Младший от такого побежал только быстрее. Пока он бежал до окраины поляны, брат все кричал сзади, а потом замолк. Младший оглянулся только у опушки леса, но оттуда уже было очень плохо видно. Стоит балаган, тихо, никакого движения возле него нет, а остальное в лунном свете не разберешь. В общем, припустил он со всех ног и через час где-то прибежал в деревню обратно с выпученными глазами, не помня себя. Сразу рассказал все отцу, и тот едва не набросился на него с кулаками, мол, как такими дураками можно быть, хотя бы справки навели о том, куда идете перед тем, как отправляться туда. Оказалось, именно в этом балагане давным-давно, еще до революции, жила семья, где члены которой погибли друг за другом без видимых причин.
Официальное тогдашнее объяснение злой дух сожрал. С тех пор на этой поляне никто не живет, даже сено не косит, хотя она довольно-таки плодородная. Никакие силикюны, конечно, в таком месте появляться не будут. Все ж таки они не совсем демоны. А вот кое-кто другой вполне мог заинтересоваться двумя парнями, которые сами в самый темный час пожаловали в заброшенное место. В общем, отец с младшим братом быстро собрались, сели в машину и поехали обратно к балагану. Добрались быстро. Всю дорогу отец журил сына за то, что тот бросил старшего брата. Приехали. Вроде все было тихо. Остановили машину, причем у младшего брата начали стучать зубы, и он наотрез отказался выходить из машины. Пришлось отцу самому идти к проклятому месту. Старший брат лежал на снегу там же, где упал, лицом вниз. По следам на снегу видно, что он даже и не дергался особо после падения, сразу умер. Тело уже окоченело, мороз же. И тут отец уже зарыдал в голос. Делать нечего, погрузили мертвеца в машину, поехали домой. Когда там сняли с него всю многослойную одежду, оказалось, что на спине под правой лопаткой здоровенный синяк, будто кто-то огромным кулачищем его туда ударил прямо через все слои одежды. Позже младший брат рассказывал, что он видел до того, как стал убегать. Когда в очередной раз заскрипела дверь хлева, он украдкой приподнял покрывало и посмотрел туда. Увидел при лунном свете в проеме идущий в сторону огромный, под 3 метра ростом, черный человеческий силуэт. И тут уж не выдержал, закричал и рванулся вон.